у тебя в аккаунте есть 10К минимум. То есть, когда у аккаунта есть 10 тысяч подписчиков, тогда эта возможность, ссылки, вставки под это видео есть. Это бесплатный, да, инструмент? Это бесплатный инструмент, да. Мы дойдем до сторис и прямых эфиров. Я прям более подробно расскажу. Информационный пост. Это все ваши полезняшки, лайфхаки, тренды, все за и против, плюсы и минусы. Здесь мы ничего не продаем. Здесь мы просто людям доносим какую-то интересную историю. То есть о своем, это все, что связано с компетенцией вашего бизнеса, что вы продаете. Ну, я думаю, успели, да, зафотать? Ну, поехали дальше. Развлекательный. Здесь я его называю «это поиграть». Подписчикам постоянно только продавать или только давать информацию, для них сейчас это стало мало. Они даже идут легко играть в всякие игры. Ну, что это, например? Поиграть в города, отметить цифру 1 или 2. У меня был пост, меня всегда очень интересовало, почему люди режут хлеб поперек, а кто повдоль. И я реально написала пост, я прочитала 20 блогов. Почему какие-то... Я знаю все про хлеб. Я знаю все традиции по хлеб теперь. Так вот, я выставляю пост и говорю: ребят, вы режете хлеб вот так или вот так? Они говорят: слушай, а мы вот так режем. Это третий вид. А еще четвертый мы там обгрызаем этот, а еще мы вот так режем. И то есть у меня этот пост взорвал вовлеченность, просто у меня было 200 комментариев за 2 часа. То есть они там, кого там, кто как. Я таких креативщиков нашла себе, что делают с хлебом. Ну, в общем, это все можно адаптировать под ваш бизнес. Абсолютно. И люди любят это делать, потому что, это по кайфу, да, там, выбрать это или это, то или это. Поэтому не забывайте играть. Поздравления. День смайлика. Прекрасный праздник. Кстати, между прочим, международный это праздник смайлика. Потому что имиджи занимают очень сильное место в текстах. Личный контент. Здесь все, что связано с вашей личной жизнью. Но здесь очень важно понимать, что это все в границах. Не хотите ребенка показывать, только не лепите стикер вот так на лицо ему. Пожалуйста. Если вы не хотите показывать мужа, не показывайте мужа. Но вся страна должна знать, что мы кушаем. Не забываем. Здесь все в комфорте. Если у вас более, например, продающий, да, все-таки рабочий Инстаграм, вы можете сюда вносить личности, это как ваших сотрудников, это взаимодействие клиента и сотрудника. Естественно, например, что вы полетели на Мальдивы, да, и в купальнике фотоетесь, когда вы продаете там что-то, я не знаю, там серьезное, да, это будет диссонанс. Здесь все нужно делать, в соответствии, какой блог ведете. Но личность нужно, как я повторила, вначале говорила, обязательно носить. Обязательно. У вас есть директора, есть сотрудники, есть клиенты, да, там, сделали фотку, выложили. Это, опять же, снимает очень много возражений у людей, и они доверяют, когда есть личность. Личный контент — это очень важный контент. Вернусь к 5-му пункту, его здесь нет, я его не стала вносить, но Максим затронул эту тему, что у нас в России негатив любят больше, чем позитив. И это на самом деле так. Мой пост про победу, который был 2 недели назад, о том, что меня не пустили на рейс, вызвал огромный ажиотаж, потому что там был негатив, вылет по факту, что случилось. Я даже не придумала ничего. Это увеличивает вовлеченность, это присоединяет людей к вам. И еще такой момент в контенте, да. Кто контентом пользуется, Инстаграмом, знаете, все такие красивенькие, такие все. Ой, у нас все хорошо в жизни. И у них такая идеальная у всех жизнь, да. Инстаграм от этого отходит. Сейчас люди любят наблюдать за настоящей жизнью. То есть не за придуманной, а за настоящей. Не зря появились сторис и прямые эфиры. Потому что я могу сделать такой контент, да я сейчас вообще, может, на Мальдивах лежу, на песке. Я могу выложить пост, да, я стою, вам читаю лекцию. То есть здесь
люди уже сейчас тенденция к тому, что нужно быть натуральными, настоящими. Ну, понятно, там, после 3 ночи не надо там, да, снимать себя в кальянной. Ну, понятно, да? Это можно оставить при себе. Вот. Но, тем не менее, любят настоящее. Вернусь к негативу и провокации. Это все делается для того, чтобы людей как бы вовлечь, да, но не все аккаунты готовы на это. Это нужно очень аккуратно подавать. Но это существует, и это очень сильно увеличит вовлеченность подписчиков. Ну, провокация, это, например, там, сетевой бизнес, это там, я считаю, что сетевой бизнес это плохо. И все, и там куча сетевиков прилетает тебе в комментарии, да как вы смеете? Ну и начинается такой шабаш. Вот, это увеличит вовлеченность и может даже привести очень много подписчиков. Но, опять же, повторюсь, будьте с этим очень аккуратны. Потом, когда мы написали... еще важный момент с контентом. У нас есть 4 вида. Мы теперь делаем табличку себя. Вот давайте представим, у нас есть табличка с понедельника по воскресенье. И вот мы выписываем виды контента, потому что мы сначала же не знаем, да? Если мы берем за основу рабочую личную страничку, мы начинаем, да, вот слева мы идем, у нас продающий пост, информационный пост, например, развлекательный пост, продающий пост, информационный. Выходные мы оставляем людей от тяжелого и даем ему развлечься, и личные какие-то посты. То есть выходные людям нужно отдыхать от постов. Вопрос еще следующий. Сколько постов делать в день? Максимум 3, даже если вы шоурум. Пожалуйста. Вы подписчиков просто запугиваете, что вы там... Знаете, у меня есть клиентка, она приходила ко мне на консультацию. Знаешь, я вот, говорит, ложусь в 12 часов ночи, и вот 20 постов выкладываю. Но у меня такие бешеные отписки. Я говорю, да ладно. Ну, понимаете, да, если вы пользуетесь Инстаграмом, то это ужасно. Так делать не надо, да. Если мы даже делаем 3 поста, то мы их разделяем в 8 утра, в обед и вечером. Сейчас нету понимания прайм-тайма, да, потому что у нас ранжированная лента. Мы ищем свое время самостоятельно. Мы расставляем время разное и смотрим, да, какая у нас вовлеченность. Сколько лайков, сколько комментариев, сколько сохранений, если есть статистика. Ищем свое время. Потом, когда мы расписали все виды, мы пишем заголовки. Я напишу здесь о том-то. Я здесь напишу о том-то. Потом, это еще не все. Мы садимся и пишем сами тексты. Потом мы пишем хэштеги. И вуаля, у нас готов контент на неделю. Вы делаете это заранее, потому что самое важное сейчас в Инстаграме — это не контент. Это важно. Контент и фотоконтент — это важно. Но этим сыт не будешь, нужно заниматься трафиком. Нужно заниматься продвижением. Потому что красивые фотки сделать, поставить даже хэштеги, этого будет мало. Органических приходов сейчас почти нет в Инстаграме. Почти. Поэтому следующий этап, да, мы продумываем наше стилистическое направление, то есть то, как наши фотографии будут выглядеть в ленте. Я перечислила здесь разные приложения, их куча. Вы подбираете их самостоятельно. Но под контент мы подстраиваем фото. Если у вас, например, информационные посты, то их можно выделить текстом, да, например, про доставку, да, мы делаем на фотографии, и человек уже привык, что вот эта фотография с этой надписью — это информационный пост. Потому что я вот когда провожу у себя исследования на своем аккаунте, я у них спрашиваю: ребята, что вы читаете? Кто-то говорит, что читает только мои профессиональные посты, кому-то интересна только моя личная жизнь, кто-то еще что-то, да? И то есть они по фотографиям определяют, и по хэштегам уже определяют, какие правила поведения в аккаунте. Какие тенденции сейчас у нас в Инстаграме? Светлые, выбеленные до сих пор еще пока существуют, но никогда это все сливается в единое белое пятно. Сейчас прикольный тренд начинается, это когда,
Ну вот я, знаете, такая на каблуках, да, вся красивая, но я могу встать, сфотаться, да, красиво, а могу сделать вот так. То есть нестандартная фотография, да, то есть я в таком виде, а стою вот так. То есть и это привлекает сейчас внимание, потому что образ другой, а фотография такая. Можно какое-нибудь там видео смешное снять, там, подергаться. И это привлекает внимание. Тексты тоже очень важная составляющая. Здесь нужно не философствовать, не как в энциклопедии, а подавать интересную информацию. Так вот, хорошо, посты написали, визуальный ряд придумали, то есть можно заказать это у дизайнеров на аутсорс, можно самостоятельно это сделать, в зависимости, ну, справитесь ли вы или нет. Часто мы клиенту, например, либо фотографа подбираем, ну, который, да, делает фотоконтент на месяц, либо я обучаю лично своего заказчика, как нужно положить, как нужно сфотать девочку правильно, чтобы был правильный свет, чтобы было все красиво, как нужно, чтобы это продавало. По видео тоже можете зафиксировать, это разные приложения, у них есть у каждого свои плюсы, просто уже каждый ищет под свою потребность свое приложение. Так, все, да? Что же дальше? Сейчас у нас начнется самое интересное приключение в Инстаграме. А вот теперь, когда у нас есть красивый контент, красивые фотографии, красивый аватар, все сделано по правилам, то теперь нужно заниматься продвижением. Кто-то должен вас узнать. И вот сейчас мы будем разбирать, как это узнать. И, кстати, кто с нуля, например, хочет сейчас заводить аккаунт, вы минимум делаете 18 фотографий по тому плану, как я вам сказала, да, в балансе, красивый. Не надо делать так, что типа, ой, да я потом фотки сделаю нормальные, потом. Типа, а сейчас что-нибудь запущу. Нет, если вы сейчас заходите в Инстаграм, заходите сразу правильно. Заходите сразу с умом, да, чтобы потом не терять своих следов. Хорошо, сделали контент, выложили 18 фотографий, 18-20 фотографий. То есть, теперь начинаем приглашать человека. Я сейчас